Приветствую, уважаемые дамы и господа. Сегодня в проекте Астана Аспана в гостях сценарист, программист, стипендиант программы «Болашак», магистр с дипломом Нью-Йоркской киноакадемии, просто активист ITA Айдарбеков. Добро пожаловать. Рахмет, мне очень приятно находиться здесь. Как поживаешь? Замечательно все. Я вот месяц как приехал в Казахстан, 2 года учился в Лос-Анджелесе. Немного мне непривычно, тем более астанинские морозы. Да. Уже выживаю потихоньку. Мы все выживаем, между прочим. Да, немного перестраиваюсь, но хорошо, что это родина, это свой дом, поэтому процесс проходит быстрее и приятнее. Чем занимаешься? Что нового вообще в целом? Что изменилось? Изменилось многое. Я, оказывается, вошел в список 100 новых лиц Казахстана, пока был в Америке. Мне это очень приятно. Ты об этом знал? Нет, я абсолютно об этом не знал. Даже мне начали люди писать, смс-ки в Инстаграме, говорят, что они за меня голосуют, поддерживают меня. Я сначала даже не понимал, о чем они это. Потом уже, да, о чем речь. И когда они уже начали отправлять ссылки, что вот такой проект запустили, масштабный, тем более республиканский, 100 новых лиц. И мне было очень приятно, что люди начали голосовать за меня. Потом уже вообще незнакомые люди начали мне писать, что нашли в интернете, им нравится все. И, конечно же, я, если честно, не думал, что попаду в этот список, потому что у нас в Казахстане много достойных людей есть. Да. Но мне приятно. Ну, сейчас по всей Астане у тебя плакаты, афиши. ITA Айдарбеков, режиссер-сценарист. Какие ощущения? Знаменитость? Знаменитость, иногда узнают на улицах. Интересное такое, необычное ощущение. А так, как я уже сказал, месяц назад всего приехал, поэтому немного я пропустил весь этот момент. Мой звездный час, оказывается, уже прошел. Сейчас, если не ошибаюсь, уже запустили новый этап, второй сезон проекта «100 новых лиц», и уже работа будет вестись по новым лицам. А я уже, оказывается, старичок, 100 старых лиц. Поэтому, приятно, приглашают на разные интервью на каналы, и так, в принципе, люди узнают. Хотя мне немного непривычно, потому что я сам по себе скромный человек, и когда на улице узнают, фотографируются, даже автографы берут, для меня это непривычное ощущение, немного неуютно. Думаю, может, со временем поменяется, но сейчас, наоборот, я бы хотел у этих людей автограф взять за то, что они меня узнали. Настолько мне приятно. Наоборот, это положительная скромность, да? Вот. Как ты сам говоришь, что ты очень скромный, расскажи о себе. Кто ты на самом деле? Да, вот когда касается вопроса «расскажи о себе», я начинаю немного тормозить, потому что, опять-таки, не люблю о себе что-то рассказывать, но много я чем занимался, стараюсь быть разносторонним. Допустим, мое первое образование – вычислительная техника и программное обеспечение. Я вообще программист по первому образованию. Закончил магистратуру, 6 лет отучился в Казахском агротехническом университете имени Сакена Сейфуллина. Наша аграрка, да? Да, наша аграрка. Это мой альма-матер, первый университет, который я закончил. И я очень горжусь, что я являюсь выпускником данного университета. Второе мое образование, я отучился в Нью-Йоркской академии киноискусств по профессии режиссер. Теперь хочу все направить именно на кино. Теперь это моя страсть, и хочу себя там уже реализовать. Также 2 года отучился в Лос-Анджелесе, это магистратура. И я поступил по стипендии «Болашак», то есть стал обладателем президентской стипендии. Но хочу такое сказать, что для меня было больше и приятнее то, что я стал стипендиатом «Болашака», а не то, что я буду где-то в Америке за рубежом учиться, потому что все равно это статус. И я всегда мечтал о таком, но, если честно, даже не мог представить, что стану «Болашакером», потому что я сам сельскую школу закончил, наверное, пока в университет не выехал, я из села особо не выезжал. И за границу впервые уже после 18, уже не помню, это было, мы во время магистратуры в Малайзию выезжали. То есть мне уже приличный возраст был, я только впервые за рубеж поехал. Это до Америки? До Америки, да. Магистратура у тебя была в аграрке, да? В аграрке, да, и нас на стажировку отправляли в Малайзию. Куала-Лумпур, город. Там отучился немного, стажировку прошел, получил сертификат, что там отучился. И такое было. Но это было впервые для меня, что за рубеж выезжать. Я сам из простой семьи, особо никуда не ездил. Насколько я знаю, это село Жаксылык, Акмолинской области. Жаксы, да, село Жаксы. Отлично. Ты уже в кино примерно уже 3 года, да? Можно сказать, да. Ты уже снял несколько
фильмов, Мгм. кинокартин и... Ну, фильмов мы можем говорить, Да, да? Кинокартин и клипы, музыкальные клипы, Мгм. правильно? да, да, да. В чем секрет успеха? Секрет, ну, я пока не достиг того успеха, того уровня, когда бы я мог говорить, что я чего-то достиг именно в кино. Потому что, опять-таки, у меня бэкграунд был совсем другой. Я отучился на программиста. И мой приход в кино, это был больше по велению страсти. Потому что я сам всегда хотел кино заниматься. И параллельно учебе, работе, вот в свободное время занимался этим. Читал книжки разные по тому же сценарному мастерству, по режиссуре. И вот так для меня это был немного сложный путь, потому что всего я старался достичь и добиться сам. И ну, наша казахстанская киноиндустрия только развивается, поэтому сложновато было пробиться. И я помню, были такие моменты, что я писал всем вот этим режиссерам знаменитым, людям, актерам. Многие меня вообще игнорили. И что интересно, сейчас многие сами пишут. Ну, это интересный такой поворот. Но я, конечно, хочу заниматься казахстанским кино. Думаю, не зря я 2 года отучился в Лос-Анджелесе. И хочу эти знания принести во благо нашей страны. Вообще у меня цель, прям мечта такая, чтобы наше отечественное казахстанское кино смотрели во всем мире, за рубежом. Допустим, как у нас приходят американские фильмы, чтобы наши казахстанские крутили также и в Америке, в широком прокате. Чтобы не просто это было на каких-то фестивалях или там на мероприятиях, а чтобы полный масштаб такой был. И все узнавали, когда говорили казахстанское кино, чтобы думали, что вот это уровень, это неплохой фильм, на него можно будет пойти. Отлично. Ты хочешь уже как бы перевернуть отечественную киносферу, правильно? Да, буду стараться, буду в каком прилагать все направлении? свои усилия. Ну, я себя сейчас хочу позиционировать как режиссер полнометражных фильмов. То есть большинство работ, которые я провел в Лос-Анджелесе, я снял около 6 фильмов, но это короткометражные работы. Там хронометраж 10, 15, 20 минут. Но сейчас у меня есть амбиции уже на полный метр. Это 1,5 часа, 2 часа, такие фильмы. Также я себя здесь, в Казахстане, ну, так немного реализовал как сценарист. Я написал несколько сценариев, ими были заинтересованы. Допустим, может, слышали проект «Флаги над Берлином». Это казахстанско-британский проект. То есть там уже и британская киностудия будет участвовать в съемках. Международный. Да, международный. Также я был здесь у нас в Астане, кстати, в 2016 году. Многие не знают, снимали казахстанско-индийский фильм. Приезжала индийская делегация, и мне там удалось поучаствовать на съемках. Также помогал уже индийским кинематографистам снимать у нас в Казахстане. Что такое кино? Ну, для меня кино это была всегда страстью. Еще с самого детства, когда я вырос в ауле, у нас кинотеатров особо не было. И мы вот на кассетах смотрели фильмы, и кинотеатры дома делали. У кого-то есть телевизор, у кого-то есть видик. Может, это даже не в одном доме. Мы собирали, у третьего человека кассету брали, аульскими ребятами, кто с одной улицы, со двора собирались и смотрели фильмы. И вот интересный такой момент. Однажды при просмотре фильма, это был «Властелин колец», ну, на тот момент топовый фильм, а он и сейчас, в принципе, считается классикой кинематографа. И мы с ребятами смотрели этот фильм, там такой напряженный момент, Фродо должен отдать кольцо, но у него внутренний конфликт, он не хочет это отдавать, его так застрял с рукой протянутой. И я отвлекся, посмотрел на своих ребят, знакомых. Один из них, младший, также замер с протянутой рукой, настолько он был погружен в этот процесс, но только настолько его вот это действие очаровало, что он сам себя почувствовал как будто в фильме. И в тот момент я понял, что благодаря кино что-то можно передать, как-то вдохновить людей, мотивировать, передать им свою мысль. И это меня очень заинтересовало, и уже в тот момент я начал кино интересоваться более профессионально, уже изучать литературу. Ну, даже сам процесс кино, я фильмы смотрел не просто, чтобы отдохнуть, фильмы посмотреть, уже начал замечать какие-то, может, художественные повороты, какие-то моменты с режиссурой, с актерской игрой. Меня это начало интересовать, и потихоньку вот я дошел до того, что закончил Нью-Йоркскую киноакадемию. И теперь хочу применять те знания, которые получил. Вообще твой масштабный проект в киносфере, Который я сделал или который хочу сделать? который ты уже сделал?
который я сделал. Ну, я думаю, это то, что я был одним из сценаристов такого фильма, как «Флаги над Берлином». Вот я говорил, первый да. казахстанско-британский проект. Для меня это очень большое достижение, потому что на тот момент у меня никакого образования даже в кино не было. Но сейчас... Потом я снимал уже в самом Голливуде короткометражку, фантастику, в жанре фантастика. То есть я сам вообще больше любитель как раз-таки фантастики и фэнтези, и у меня всегда было увлечение именно это. Но когда приехал в Голливуд, в Лос-Анджелес и начал учиться, там уже мне немножко мозги вправили, потому что это намного сложнее, допустим, снимать, чем обычный фильм, потому что спецэффекты, вот эта графика компьютерная, очень много нюансов, и более серьезный подход нужен к таким фильмам. Сколько часов примерно снимается короткометражный фильм в Америке? Короткометражный фильм, ну, мы в пределах 3 дней старались уложиться. 2 дней. Бывали такие случаи, у меня у самого за 1 день я короткометражку снял. Конечно, пришлось всех поумолять, чтобы 1-2 часа была переработка. Но спасибо большое моей команде за то, что они согласились. Потому что все равно в Америке и тем более в Лос-Анджелесе снимать это недорогое удовольствие. Даже несмотря на то, что мы были студентами, за локации, за тех же актеров, за съемочную команду мы платили. И все это шло со своего кармана. Поэтому чем больше дней, тем больше тебе и придется вкладывать в фильм. Что любишь сам смотреть? Сам смотреть я большой фанат сериалов. То есть не просто фильмы 1,5 часа посмотрел и забыл. А мне как раз таки нравится такое длительное, долгое повествование, когда привыкаешь к персонажам, уже можешь считать их своими друзьями, настолько ты к ним привыкаешь. И меня это очень увлекает. Я вообще сам хочу себя попробовать также в сериале. Ну, что будешь снимать? Уже приехал, закончил, с дипломом, ты уже магистр. Я очень рад, что я как приехал, мне начали сразу же поступать разные предложения, довольно-таки интересные. И для меня это приятно, потому что все равно как такового бэкграунда у меня в кино не было, когда я в Казахстане был. И то, что я 2 года отучился, все равно я только получил диплом, еще крупных таких серьезных проектов у меня нету, которые бы я мог бы показывать и говорить, вот я это сделал, вот я отснял, вы можете посмотреть там на таком-то канале или это крутили в таком-то кинотеатре. Но приятно, что люди видят и обращаются, поступают предложения, но касательно того, что я вошел в список 100 новых лиц, для меня это дополнительную ответственность придало. И уже сейчас те проекты, которые мне предлагают, я рассматриваю и с такой точки зрения. А вдруг этот фильм не понравится народу? Вдруг это будет какой-то очередной проходной фильм, который просто снимут, покажут и все забудут. Поэтому сейчас моя основная цель — найти такой проект, которым можно было бы гордиться. Как на личном? На личном, ну, я всегда говорю, личное пусть остается на личном. Ну, тогда так скажем, когда будешь жениться? Жениться? Вообще я хотел бы жениться еще 5 лет назад. Потому что вот сейчас я начинаю понимать, что все равно все мы стареем, время проходит. И, допустим, вот мне, кстати, недавно 26 лет стукнуло. У меня 8 ноября был день рождения. Это уже время. Да, и это уже время, потерянное время. Если, допустим, у многих моих одноклассников, одногруппников уже по 2-3 детей, а у меня 2 магистратуры. Я так прикалываюсь, но хотелось бы, конечно, и с детьми время проводить, потому что все равно семья — это одно из важнейших. От тебя 5 советов для молодых кинорежиссеров. Для молодых кинорежиссеров, ну вообще давай я 5 советов дам, которые меня мотивируют. Это первое — верить в себя. Второе — никого не слушать и опять-таки верить в себя. Третье — усердно работать, потому что и стать мастером своего дела. Потому что все в итоге приводит к тому, что нужно работать над собой, над какими-то проектами, и нужно вкладывать в это все силы, чтобы чего-то добиться. Потом, ну я скажу, меньше спать, потому что чем больше вы спите, тем меньше вы можете сделать. И шестое — верить в себя, я говорил. Значит, еще раз верить в себя, потому что в нашем мире очень много таких моментов бывает, когда даже наши друзья могут нашу самооценку понижать. Но не стоит это слушать. В первую очередь нужно прислушиваться к себе, к своему сердцу и верить в себя, потому что в итоге с миром остаешься один на один ты.
Они твои друзья, не твои родители. Да. Поэтому вот это мои советы. Айди, я сейчас хочу начать рубрику под названием «Одна минута». За 60 секунд я тебе задам 10-15 вопросов, ты должен на них ответить коротко и ясно. Ну что ж, начнем. Что любишь кушать на завтрак? Завтрак я редко завтракаю, потому что люблю поспать. Конь или осел? Конь. Почему? Потому что мы казахи. Потому что коза. А, вот, бешбармак. Лето или зима? Лето. Острое или сладкое? Острое. LA или Астана? Астана. А почему не LA? Ну, я уже там 2 года отучился, в принципе, все, что увидеть можно было, повидал. А в Астане я хочу работать и себя реализовать как-то. Чтобы не только на баннерах висел, но и люди говорили, что он чего-то достиг. Что нужно делать, когда видишь зеленого человека? Просыпаться. Яблоко или груша? Груша. Starbucks или Коста кофе? Ну, Коста кофе я, к сожалению, давно не пил. Starbucks. А чего боишься? Твоя фобия? Ну, я очень боюсь потерять своих родных, близких. Твой любимый цвет? Фиолетовый. Ну что ж, мы закончили с тобой нашу рубрику. Теперь после этого интервью и после нашей рубрики ты должен оценить свое внутреннее состояние благодаря этим смайликам. Вот выбери из них твое сейчас внутреннее состояние. Что ты выбираешь? Что у нас есть? Вот этот, скорее всего, смайлик. Ну вот, теперь показываем, прямо копируем.